Значит, в чем уникальность озера Балхаш? Озеро Балхаш является главным регулятором одной из самых крупных в мире озерных экосистем, Балхаш-Лакойской экосистемы, которая по площади превышает более чем 500 тысяч квадратных километров. Это больше, чем Великобритания, Дания, Голландия, Швейцария вместе взятые. Озеро Балхаш является главным регулятором, природным регулятором экологического равновесия во всем этом регионе, начиная с ледников, алматинских ледников, с территории Китая и заканчивая самим озером и дельтой. То есть озеро своими связями, поверхностными подземными потоками, потоками вещества, энергии поддерживает жизнь во всем этом большом регионе. Это более чем 50 тысяч рек, озер, водоемов, колодцев, водопоев, которые поддерживают экономику, промышленность, сельскохозяйство, питьевую воду, то есть биоразнообразие, то есть всю жизнь в этом большом регионе. Значит, это не просто водоем, как некоторые называют, большая лужа. Это как печень в живом организме человека, и он выполняет жизненно важную функцию для сохранения условий, пригодных вообще для жизни в этом большом регионе, который составляет значимую часть на территории планеты Земля. То есть озеро само находится в очень неустойчивом экологическом равновесии, равновесие между притоком воды и испарением, и интегрированным индикатором этого равновесия является отметка 341 метр. Она была определена еще большими научными исследованиями, выполненными в советское время, и закреплено было постановлением правительства даже Казахской ССР. То есть отметка 341 метр является интегрированным индикатором сохранения этого озера и, следовательно, сохранения равновесия во всем этом большом регионе. Для того, чтобы... И это равновесие очень неустойчивое, и в связи с забором воды в Китае, в связи с крайне нерациональным использованием воды, особенно в сельском хозяйстве на территории Казахстана, и в связи с изменением климата и таянием ледников, ему сейчас угрожает полное исчезновение. В свое время, по заказу правительства, одна из ведущих консалтинговых компаний, Маккензи, выполняла глубокое исследование по бассейну озера Балхаш. И они показали, что при сохранении темпов, то есть изменения климата, забора воды в Китае и сохранении неустойчивых практик водопользования в Казахстане, это озеро может погибнуть уже к 2030 году. То есть у нас очень мало времени, и Маккензи в то же время посчитал, какие меры необходимы для его сохранения. При этом они посчитали, что эти меры можно выполнить не то чтобы затратами, а даже с прибылью и выгодой для населения, для фермеров, для государства и для природы. Поэтому то есть для озера Балхаш необходима срочная, специальная, не то что программа, а даже принятие закона, который будет обязывает более экономное, рациональное использование воды и земли, сохранение биоразнообразия и сокращение загрязнений, то есть промышленных загрязнений, сельскохозяйственных загрязнений, нерациональное использование воды в таких городах, как Алмата, которые тоже являются частью этого большого бассейна. Например, в Алмате вода, которая должна попадать в Балхаш, она идет на мойку машин, на полив улиц и так далее, и даже на промышленные нужды. Или в сельском хозяйстве посевы риса в Агдалинском массиве, в Балхашском районе, там потери воды в необлицованных земляных каналах доходят до 50%. То есть эти все меры давно известны, их эксперты очень хорошо посчитали, и все, что надо сделать, чтобы они были выполнены. Ситуация с озером Балхаш, эти процессы деградации и негативные явления, связанные с нарушением экологического равновесия, они происходят сегодня во всем мире.
То есть исследования ведущих научных центров, немецких, голландского и других, которые показывают, что наши экономические интересы, экономическое развитие, оно ведь осуществляется за счет использования природных ресурсов, за счет выбросов, сбросов, отходов в природную среду и забора природных ресурсов. И эти два фактора, они подрывают ту деятельность, которая необходима, которую выполняет биосфера для поддержания жизни на Земле. То есть многие годы природные экосистемы, то есть ненарушенные природные территории, они выполняют важнейшую роль для поддержания этого очень узкого диапазона, в котором которое пригодно для жизни человечества. То есть небольшое изменение давления, температуры, качества состава воздуха, влажности, оно просто делает невозможным жизнь человечества на Земле. То есть остальные-то виды могут жить, продолжать, но человек живет в очень узком диапазоне, который миллионы лет в неизменных параметрах поддерживает природные экосистемы. За счет этих природных услуг, за счет регулирования температуры, климата, водных потоков, глобальной водной циркуляции воды, связанной с течением рек, воздушными реками, с аккумулированием воды в ледниках и регулированием этой воды в реках, обратно все это стекает. Все природные процессы, они поддерживаются природой, не человеком. И по последним данным Потсдамского института определено, что 7 из 9 этих жизненных, главных природных процессов, которые поддерживают жизнь на Земле, жизнь человечества, 7 из 9 уже нарушены. И то, что происходит и может происходить с экосистемой озера Балхаш, это один из существенных факторов или этих признаков того, что происходит в целом на планете. Мы видели такую катастрофу на примере Аральского моря, когда в интересах хозяйственной деятельности, в интересах хлопка была уничтожена одно из крупнейших морей на планете. То есть вместо моря Арал сегодня существует очень новая, созданная искусственно пустыня. Пустыня – это высшая степень деградации природы Аралкум, и она расширяется. Поэтому здесь роль природной экосистемы и их функции по поддержанию условий пригодных для жизни, они до конца не изучены и непонятны человеку, потому что это очень сложные процессы, поскольку человек до конца не понимает как алгоритм этих функций, которые выполняет природа. Мы не знаем до конца их взаимосвязи между микроорганизмами, грибами, насекомыми, кустарником, растениями, животными и самим человеком. То есть это как сложный компьютер, которым мы можем пользоваться и получать какие-то выгоды от него, но мы не знаем, как он устроен. Сложность природных процессов, оно не то чтобы в 10 раз на порядок, оно в 10-14 степени, 14 нолей еще, сложнее, чем самые современные технологии человека, включая компьютерные. То есть нам не под силу знать весь этот сложный тонкий механизм, который существует в природе эволюционно или создан Богом, но мы очень легко его можем разрушить, так как ребенок может легко сломать компьютер. Поэтому мы должны понимать на основе последних научных исследований, какова роль этого природного механизма и насколько он уязвимый и чувствительный, и какие есть пределы, за которые мы выходить не должны. Это все равно, что, например, мы кормимся плодами дерева, древесина для отопления, плоды для пищи, листья для лекарств, тень для прохлады, кислород для дыхания. И при этом мы рубим корни этого дерева. Понятно, что рано или поздно все это дерево погибнет, и все наши
жизненные потребности, связанные с пищей, с воздухом, с климатом, с водой, они просто будут утрачены. Поэтому здесь никаких заумных вещей нет, и ученые очень легко прогнозируют, что если срублены 10 веток, дерево живет, 15, 20, но когда срублено 90% веток, то дерево погибает. То есть это то, что сегодня происходит с планетой. Поэтому мы должны сегодня принимаются глобальные решения, такие как Парижское соглашение, Конвенция по биоразнообразию, которые говорят, что человечество должно, во-первых, остановить вот это свое нашествие, нагрузку, экспансию на природу за счет целей экономического роста, для роста доходов, для роста ВВП, для расширения квартиры, для покупки новой машины, новой одежды. Человек должен остановиться раз, и второй он должен сделать несколько шагов назад. И в этом вся сложность. То есть это происходит в целом по планете, и такие проявления этого процесса мы наблюдаем сейчас, когда идет сбой климата, сбой осадков. Одновременно в Италии была мощнейшая засуха, когда правительство ввело режим ЧС, экономия воды, запретила использовать воду на газонах, на фонтанах и так далее, в бассейнах. И одновременно после этого мощнейшее затопление. То есть это говорит о том, что природные процессы, которые поддерживались много миллионов лет и работали без всякого сбоя, то они сейчас нарушены. Нарушили мы их маленькими локальными действиями, в том числе такими, как забор воды из Аральского моря, забор воды из Или, чрезвычайно расточительное использование воды в Алма-Ате, распашка земель, вырубка лесов, пожары лесные, загрязнения, выбросы. Все эти факторы мы нарушили вот это равновесие. То есть наша мощь цивилизации, она незначительна по сравнению с природой, но вот этот 1 градус дополнительный, критический, за которым поступают необратимые изменения, мы, человечество, легко можем сделать и уже делаем. То есть что такое 1 градус? Это как температура человека, например, мы находимся в больном состоянии, вся планета, предположим, 39 градусов, 40. И вот 1 градус – это качественное изменение, переход из человека, из жизни к смерти. Вот то, что происходит, то, что сегодня угрожает планете. То есть почему говорят, не дать повыситься температуре на планете больше, чем на 1,5 градуса? Это вот и есть тот предел, за которым следует качественный, то есть фазовый переход. То есть это такой же переход, когда, например, вода переходит в лед. Изменение температуры всего в 1 градус, с 1 до 0, и вода превращается в лед. Так вот, вот этот предел человек очень легко может и успешно его нарушает. Это хрупкое равновесие мы нарушаем. Поэтому природные экосистемы, которые поддерживают, дают человеку воду, пищу, энергию, лекарственные препараты, рекреацию, климат, в котором только может жить человек, воздух и многие другие продукты, необходимые для жизни человека, мы должны сохранять в том числе локальными действиями, такими как восстановление экосистем в Аральском бассейне и сохранение равновесия на Балхашском бассейне, Балхаш-Алакульском бассейне. Вот это равновесие, экологическое равновесие глобальное, которое существует на планете, оно поддерживается различными видами экосистем. Ледниками, лесами, болотами, которые кажутся нам иногда просто ненужными. Они выполняют очень значимую роль. Пустынями. Например, леса. Леса сегодня поддерживают климат, поддерживают температуру и влажность. Они являются, например, если бы не было лесов, то все осадки, которые испаряются с океана, они бы там выпадали. Лес выполняет роль биотического насоса. То есть он вытягивает влагу на сушу, на континенты. Говорят, нет леса, нет дождя. И поэтому есть был расчет ПРООН на основе всех лесов, лесных экосистем в Казахстане, где они посчитали, что функции перевели в деньги
вот эти функции лесов по сохранению влажности, климата, температуры и плодородия почв, они посчитали, что эти функции примерно в 100 миллиардов долларов в год оценили эту стоимость. То есть они в десятки, в сотни раз больше, чем те затраты, которые нам необходимы для того, чтобы сохранять эти леса. То есть не давать населению вырубать их, то есть дать им какие-то альтернативные способы обогрева, остановить браконьерство и бороться, предупреждать пожары. Потому что системы такие есть. Так вот, эта стоимость леса в сотни раз превышает все необходимые государственные затраты на поддержку и развитие и восстановление лесных покровов. То есть это деньги не абстрактные, а реально они лежат уже в глобальных фондах. То есть нет никаких проблем для того, чтобы взять эти деньги и нормально сохранять и восстанавливать леса. То же самое касается пойменных лесов Тугая, значит, Саксаула, прибалхашских лесов. То есть функции лесных экосистем, они сегодня экономически оценены. Они намного больше, чем то, что человек как бы считает, что, значит, то, что человек считает их ценностью. То есть лес, например, Тугаи, Саксаул, это не месторождение дров. Это важные экосистемы, без которых невозможно продолжение жизни человека. И люди должны об этом знать. То есть это очень важная функция.